значит, было не нашу пользу, хотя было Мгм. почти ровно. Почти ровно. 50 на Нет, 50. ну, то есть не 50 на 50, 51 на 49 или 48, не знаю. В общем, короче, несколько голосов. Но с другой стороны, когда у нас всегда хорошо вот помнят о еврейском народе, когда нас ссылали в 1944 году, почти около миллиона человек сослали ингушей Мгм. и чеченцев, и из них 700 тысяч погибло. То Мгм. есть, и когда вернулось около 400 тысяч за счет того, что там народились, там около 400 тысяч человек вернулось, то все территории, которые наши дома и жилища, которые были у чеченцев, которые раздавались другим там народам или представителям разных народов ближайших, так, они это взяли и пытались их не отдавать, а некоторые до сих пор не отдали. А вот евреи, которые были в Грозном и в других местах, все до единого сохранили, все отдали. И наш народ это очень помнит, и все об этом говорят. Это было так. А что сегодня будет делать Израиль, и как они себя поведут в отношении нашего государства, конечно, этот был бы мощный рычаг, но пока что вот такая ситуация. У них, видимо, не до нас им, там они находятся в окружении вот этого всего, как говорится, анклава, вот этих диктаторских режимов, с одной стороны. С другой стороны, они могли бы вот эти большие страны, великие, как скажем, страны, которые разрешили израильскому народу создать там государство свое, то они могли бы этот вопрос решить. Я думаю, что это посильно Америке, посильно и другим государствам мира решить этот вопрос. В то же время, как могли бы они решить вопрос чеченского народа, который страдает уже много веков от этой войны, от этого преследования. Столько войн мы испытали. В последний раз мы столько воевали против этой России, не имея никакой поддержки с остального мира, поддавшись в основном этим фашистским Дугинам, вот этим. Они вели эту пропаганду, они ее выставляли на весь мир. Мы пытались во многих странах, в том числе Америки, как-то донести это, а нам отвечали, что Россия скоро будет демократической, и решит ваш вопрос мы решим. А вот теперь вопрос тем, кто мне говорил это, что Россия будет демократической. Где эта демократическая Россия сегодня? Тогда, когда мне это говорили в Америке, я был, где она теперь? Нет, мы говорили, не будет она никогда демократической, эта Россия не может быть, потому что во главе этой России сидели те же коммунистические руководители, которые объявили себя демократами. А на самом деле это была махинация, которой поддались вот западные политики, и какую там они себе причину для оправдания искали, не знаю. Но сегодня они сильно озабочены этой проблемой. И поэтому у нас этот вопрос сейчас стоит. И признание нашего государства, нашей страны, свободно нашему народу жить своим языком, территорией, развиваться мирно с другими народами, это важный момент. Посмотрите, сегодня они, что делают в России? Сегодня они там принимают в Думе законы о том, что надо убрать все, значит, нерусские слова, нерусские иностранные, значит, слова, которые, что больше нигде не обозначались, нигде не писались, чтобы в обиходе не было, ну, скажем, ни в кафе, ни названиях, и то все, что только должно быть русское. А тем самым они под это подгоняют что? И не русские, то есть все, значит, названия, которые будут на языках народов России, в том числе, скажем, и Чеченская республика, которая оккупирована, они даже их слова хотят отменить. Параллельно,